самое важное и интересное за эту неделю? Есть проблемы, нет решения. В районе реки Чуть локализовали вылившуюся нефть. От сотрудников студентам предприятие «Боксит Тимана» провело лекцию в УГТУ. Снять тонировку. Инспекторы ГИБДД проверяют водителей на соблюдение правила. Постановка по Толстому. На сцене ГДК показали спектакль «Любовь. Книга золотая». И планы перед уходом. Уезжающий министр рассказал о подготовке культуры к юбилею. Подробности прямо сейчас. В районе рек Чуть и Ухта еще в конце прошлой недели прошли мероприятия по ликвидации последствий выхода на водоемы нефтесодержащей жидкости. Факт был установлен после публикации видео местного жителя в социальных сетях. Как оказалось, для Ухтинского района эти нефтепроявления на льду почти норма. К сожалению, по берегам реки Чуть находятся старые еще с 30-х годов нефтяные скважины. Они-то и мироточат в межсезонье. Выход из одной такой был обнаружен и в эту весну аккурат перед ледоходом. Дошли до туда, посмотрели, да, следы нефтепроявления со скважины есть, то есть скважина не затампонирована, не заглушена, то есть там идет, как мы предполагаем, вследствие давления в нефтяных пластах, выход небольшой НЦЖ на поверхность. Сказать, чтобы там все было залито нефтью, замазучено, это далеко не правда, то есть небольшой выход имел место, но опять-таки по берегам реки Чуть находится большое количество, не менее сотни, и то цифры, я так полагаю, все-таки занижены, старых заброшенных нефтескважин. Далее там есть... Проблему эту никто не умалчивает. Уже не первый год идет речь о том, что скважины должны быть затампонированы, но делать эту работу регион пока не собирается. Сумма на них уйдет колоссальная. Ведь никто даже точно не знает, сколько после себя таких вот скважин оставила геологоразведка начала 20 века. Местная администрация уже неоднократно озвучивала проблему перед Министерством природоохраны, но ВОЗ и ныне там. У муниципалитета средств на такие мероприятия нет. Еще раз говорю, каждая скважина требует нескольких миллионов на тампонаж. Вот, то есть сначала идет геологоразведка, определение где что, далее идет проект и далее уже идут работы. То есть на перспективу нам придется мириться с тем, что вот такие сезонные проявления будут. Это нехорошо, но нам придется с этим мириться. Ну и принимать какие-то меры по выявленным фактам. В этот раз территория была обследована непосредственно специально собранной комиссией, а также и с неба вертолетами и квадрокоптерами. Локализовали выявленные нефтяные пятна еще до ледохода на реке Ухта специальным биоразлагаемым сорбентом, который распылили пушкой по поверхности льда. Ухтинский государственный университет посетили представители предприятия «Боксит Тимана» компании «Русал», чтобы встретиться со студентами. Формат встречи – открытая лекция-беседа для старшекурсников технологического факультета, которые учатся по направлению экология землепользования. Раньше на кафедре был предмет введения в специальность, где ребята могли пообщаться с действующими работниками предприятий. Но из-за сокращения часов они лишились такой возможности. Им помогли сотрудники «Боксит Тимана», которые в рамках социального взаимодействия посетили кафедру и рассказали об экологической деятельности. Сама была студенткой, естественно, это очень интересно, и хочется пообщаться с людьми, которые в профессии, которые работают, поделиться опытом, поддержать научный, познавательный интерес. На предприятии «Боксит Тимана» я работаю уже 17-й год. Можно сказать, что практически все природоохранные объекты я застала еще в стадии проектной разработки, в стадии строительства, согласований. То есть про все природоохранные объекты могу рассказать с любовью и заботой. Вопросам охраны окружающей среды в компании «Русал» уделяют особо пристальное внимание. Именно внедрение экологичных методов производства и помогло «Русалу» уверенно пройти через период экономической турбулентности. Несколько лет назад, ставя перед заводами задачу по снижению воздействия на окружающую среду, основатель «Русала» Олег Дерипаска отмечал тот факт, что экологичное производство способно принести экономический эффект. Именно об этом шла речь на лекции «Практическое взаимодействие с государством», утилизация отходов, сброс сточных вод, регулировка выбросов. Ответы на эти вопросы, кажется, удовлетворили будущих экологов и, разумеется, подогрели их интерес к предприятию как к будущему месту работы.
Осталось учиться год, на следующий год диплом. На направление экология пошел, потому что это одно из самых перспективных ныне направлений, это развивающаяся сфера. Вот, и предприятие, естественно, интересно для работы, для дальнейшего развития. За такой визит представители боксита Тимана поблагодарил и преподавательский состав. Такие лекции с примерами и ответами на интересующие вопросы от работников действующего предприятия, добывающего боксит в регионе, очень ценно. Хотя, как отмечает профессор Галина Осадчая, боксит Тимана ценят на кафедре не только за это. Дружба между предприятием и экологами УГТУ давняя и крепкая. Но очень хочется, чтобы сотрудничество продолжалось. Тем более, что боксит Тимана всегда нам очень много хорошего делает. Они и студентов берут на практику, и с материалами, которые потом для дипломов работают, и вот устраивают экскурсии. Теперь преподаватели и ее студенты ждут с нетерпением возможности выехать на очередную экскурсию в карьер, чтобы посмотреть на работу воочию. А предприятие, в свою очередь, обещает работать со студентами и дальше, подогревая их научный и познавательный интерес к своей будущей профессии. 19 апреля в Ухте стартовало профилактическое мероприятие «Тонировка», во время которого сотрудники ГИБДД выявляют водителей, управляющих автомобилями с установленными тонированными стеклами, что противоречит законодательству. Так, согласно букве закона, цветопропускание на лобовом стекле должно превышать 75%, на боковых передних не менее 70%. Запрет на тонировку передних стекол, напомним, вступил в силу в 2012 году. Цель – снижение аварийности. В условиях недостаточной видимости, либо когда темно, то есть в темное время суток, особенно когда во дворах, либо в условиях вне населенных пунктов темно, и еще тонированные стекла, то есть это является порой сопутствующими причинами при совершении дорожно-транспортных происшествий. То есть водители, особенно во дворах, не всегда из-за тонировки могут заметить пешеходов либо какие-то другие транспортные средства. Штраф за тонированные стекла небольшой – 500 рублей, но если на месте водитель не снимает тонировку, то в отношении него выписывается требование, в котором указаны сроки, в которые тонировка со стекол должна быть удалена. Инспекторы напоминают, если по истечению времени авто повторно будет остановлено с тонировкой, на водителя составят материалы по административному правонарушению, что может повлечь даже административный арест. Всего же с начала этого года сотрудниками автоинспекции Ухты к административной ответственности за управление машиной с тонированными стеклами привлечен 451 водитель в рамках текущего профилактического мероприятия, которое продлится до 28 апреля 37. Знаете примету – найти подкову – к счастью. А если найти не подкову, а целый конно-спортивный клуб – счастье будет кратно больше. Это совсем не обывательские утверждения, в этом мы убедились лично, посетив клуб «Планета», где обитают порядка 30 лошадей, больших и маленьких. В минувшую субботу эти грациозные животные поделились счастьем и радостью с ухтинскими школьниками. Это ознакомительная экскурсия, покажем лошадок, они их покормят, погладят, пощупают. И кто не испугается, проедутся верхом. Общение с животными, да, это в первую очередь облагораживает людей. И я думаю, что здесь только польза, положительные эмоции у детей. Это что-то новенькое, когда можно потрогать лошадку вживую. Эта обзорная экскурсия не просто спонтанное мероприятие, а акция ухтинца, депутата молодежного совета Вячеслава Лобанова «Подкова счастья», цель которой – познакомить ребят, столкнувшихся с непростой жизненной ситуацией, с конно-спортивным клубом и его обитателями. Помимо лошадей и жеребят, тут есть пони, а также собаки и коты. Идея пришла к нему спонтанно. Приехали сюда с дочкой, с классом, и дети заразились позитивными эмоциями, хорошим настроением. И появилась идея пригласить детей, у которых нет возможности, да, чтобы родители их куда-то сводили. К акции решил присоединиться интернат номер 4. Воспитатели привели в клуб 28 ребят, младших школьников и подростков, которые обучаются и живут в учреждении в течение учебного года. С собой автор идеи, депутат молодежного совета, привез пакеты с морковью, яблоками и сахаром, чтобы ребята угостили обитателей планеты вкусняшками. Кажется, все остались довольны.
Мы сегодня пришли на ферму лошадей, чтобы их покормить, посмотреть, как тут они живут и что они здесь делают. Я никогда не видела лошади, никогда в жизни их не кормила. Лошади на ферме у нас она есть, но тут очень прикольно, очень много лошадей, разные имена. Да, мне понравилось. Так как я люблю лошадей, тут очень хорошо, для них условия. Подробно, как, что лошади, тут за ними хорошо ухаживают. Завершился визит ребят в клуб катанием верхом. Так что старт акции «Подкова счастья» можно считать успешным. Свой проект Вячеслав Лобанов планирует продолжать с воспитанниками других учреждений. После продолжительного перерыва Ухтинский народный драматический театр презентовал новый спектакль «Любовь. Книга золотая». Премьера постановки прошла еще 27 марта, собрав полный зал. В минувший вторник актеры снова вышли на сцену, чтобы рассказать гротескную историю по пьесе Алексея Толстого. С одной стороны, действо веселит зрителя, но на самом деле в нем кроются и важные темы. Россия, матушка наша, любимая, как вживление сквозным действием спектакля получается вживление иностранной культуры в культуру России, да, и что может произойти. Несмотря на то, что Екатерина II, это не на самом деле императрица, но это художественный образ, да, ее путешествие к Потемкину, знаете, да, было такое, она заехала в деревню, да, краткий сюжет, и у нее там какие-то приключения. Главная героиня, молодая княгиня, крестница Екатерины Великой, отданная замуж за далеко не молодого князя, пытается перестроить уклад усадьбы под европейские идеалы. Деревенские девки в ее представлении – древнегреческие нимфы. Пищу для ума она черпает из довольно фривольной книжицы, подаренной крестной. Дмитриевич с козлячим хвостом, с золочеными рогами, в роще мелькающий, на свирели играющий. Отвечай. Не знаю. Повтори. Отвечай. Я полубог, полубожество, называюсь сатир. Заучу, матушка, заучу. Но на самом деле Дарья, молодая княгиня, представлена вначале избалованной самодуркой, грезит о светлом чувстве, которого совсем не питает к стареющему глуповатому супругу. Судьба то ли на счастье, то ли на беду дарит ей возможность испытать это чувство. Также благодаря крестной императрице. Жаль, что счастью молодой женщины мешает суровая реальность. И любовь в жизни, в отличие от золотой книги, становится скорее горьким опытом. Но не будем рассказывать вам все нюансы сюжета. Познакомиться с пьесой вы сможете лично, как и в целом с творчеством труппы. Совсем скоро театр планирует презентовать очень необычную постановку – читать со сцены стихи итальянского классика всю ночь. В Ухте прошла итоговая коллегия Министерства культуры, туризма и архивного дела Коми. Встречу провел министр Сергей Емельянов. Напомним, уроженец Ухты занимает эту должность 5 лет. Совсем недавно стало известно, что он покидает свой пост, но пока еще действующий министр культуры рассказал на итоговом совещании о грядущих планах отрасли. А именно, подготовке к юбилею региона Коми отмечают вековой день рождения 22 августа. Предварят это событие Дни Республики Коми в Москве и Санкт-Петербурге. 20 августа, как я уже отметил, мы перережем красную ленту у здания Национальной библиотеки. Продолжится день торжественным собранием и праздничным концертом, повторением той программы, которую мы представили в Большом театре. Вечером 20 августа в пятницу будет дан старт двухдневному чемпионату Европы по фейерверкам, локацией которого станет Сыктывкар. В субботу, 21 августа, мы откроем международный гастрономический фестиваль «Шаньгафест». В это время на главной сцене столетия эксклюзивный конструктив, который будет специально разработан технической командой для установки на Степановской площади, развернется музыкальный фестиваль.
22 августа непосредственно в юбилей пройдет молодежный фестиваль и этнокультурный проект «Коми в миниатюре», где свои площадки откроют 20 муниципалитетов региона. Каждый представит свои событийные мероприятия, а также национальные и культурные особенности. Завершением станет фестиваль света и мультимедийного искусства. В районы в августе к юбилею отправят культурный десант, как местных, так и известных по всей России звезд. Также на коллегии презентовали юбилейный ролик. Примечательно, что его готовили ухтинцы. Читатуисовых отмечают, что это не просто клип, это видеопутешествие. По нашим просторам, по просторам вечной мерзлоты, морожковым и клюквенным болотам, вдоль отрогов Седого Урала, по северным рекам. Создавали этот проект, мы настолько погрузились, что еще раз влюбились в свою родную республику. Она на самом деле великолепная, многообразная. Здесь можно и нужно жить. Редакции ГСП особенно радостно, что к этому сделанному с любовью ролику причастен и наш оператор Михаил Никулин. Результаты работы большой творческой группы вы можете увидеть воочию. родников.